Исповедь внутреннего человека, ведущая к смирению. Внимательно обращая взор мой на самого себя и наблюдая ход внутреннего моего состояния, я опытно уверился, что я не люблю Бога, не имею любви к ближним, не верю ничему религиозному и преисполнен гордости и сластолюбия. Я не люблю Бога, ибо если бы я любил Его, то непрестанно размышлял бы о Нем с сердечным удовольствием. Напротив, я гораздо чаще и гораздо охотнее размышляю о житейском, а помышление о Боге составляет для меня труд и сухость. Если бы я любил Его, то собеседование с Ним через молитву питало бы меня и наслаждало, и влекло к непрерывному общению с Ним. Но напротив, при занятии молитвою я чувствую труд, расслабляюсь ленностью и готов с охотою заняться чем-нибудь маловажным, только бы сократить или перестать молиться. В пустых занятиях время мое летит бесприметно, а при занятии Богом, при поставлении себя в Его присутствии, каждый час мне кажется годом. Кто кого любит, тот в продолжении дня беспрестанно о нем мыслит, воображает его, заботится о нем. И при всех занятиях любимый друг его не выходит из его мыслей. А я в продолжении дня едва ли отделяю и 1 час, чтобы глубоко погрузиться в размышления о Боге. В предметах суетных, о предметах низких для духа я бодр, я чувствую удовольствие, а при рассуждении о Боге я сух, скучлив и ленив. Поучение в законе Господнем не производит на меня впечатления, не питает души моей, и я это почитаю несущественным занятием христианина, но как бы побочным предметом, которым я должен заниматься разве только в свободное время на досуге. Я не имею любви к ближним, ибо не только не могу решиться для блага ближнего положить душу мою по Евангелию, но даже и не пожертвую моей частью, моим благом и спокойствием для блага ближнего. Если бы я его любил по евангельской заповеди, как самого себя, то несчастье его поражало бы и меня, благополучие его приводило бы и меня в радость. Но напротив, я с любопытством выслушиваю рассказы о несчастье ближнего, не сокрушаюсь о нем, а бываю равнодушным. Или, что еще хуже, нахожу как бы удовольствие в его несчастье, и плохие поступки брата моего не покрываю любовью, но с осуждением их разглашаю. Благосостояние, честь и счастье его не восхищают меня, как собственные, но возбуждают во мне как бы зависть или презрение. Я не верю ничему религиозному, ни бессмертию, ни Евангелию. Если б я был твердо убежден и несомненно верил, что за гробом есть жизнь вечная, с возмездием за дела земные, то я всегда бы думал об этом. Самая мысль о бессмертии ужасала бы меня и провождал бы эту жизнь как пришелец, готовящийся вступить в свое Отечество. Напротив, я и не думаю о вечности, и конец настоящей жизни почитаю как бы пределом моего существования. Если бы Святое Евангелие, как Слово Божие,
было с верою принято в моем сердце, то я всегда занимался бы изучением его и смотрел бы на него с глубоким благоговением. Премудрость, благость и любовь в нем сокрытые приводили бы меня в восхищение, и я питался бы им как ежедневную пищею и сердечно влекся бы к исполнению его правил. Но если я изредка и читаю или слушаю Слово Божие, то чувствую сухость, незанимательность и охотно готов заменить его чтением светским. Я исполнен гордости и чувственного себялюбия. Видя в себе доброе, желая поставить его на вид, или превозношусь им перед другими, или внутренне любуюсь собою. Хотя и показываю наружное смирение, но приписываю все своим силам и почитаю себя выше других, или, по крайней мере, не худшим. Если замечу в себе порок, стараюсь извинить его, покрыть личиной необходимости. Сержусь на неуважающих меня, почитаю их не умеющими ценить людей. Дарованиями тщеславлюсь. Если и стремлюсь к чему-либо доброму, то имею целью или похвалу, или светское утешение. Словом, я непрестанно творю из себя собственного кумира, которому я совершаю непрерывное служение, или во всем ищу услаждений чувственных и пищи для сластолюбивых моих страстей и похотей.